Сколько шел я по земле, сколько счастья повидал, сколько горя я узнал, но тебя я не забыл. Сколько раз в морях тонул, сколько раз в огне горел, сколько раз срывался вниз, но я думал о тебе, любимая моя. Михаил Васильев. Здравствуйте. Эпиграфом нашей передачи стали слова песни сыктывкарского барда Михаила Васильева. Его песни имеют какую-то магическую силу притяжения. Один раз услышав, хочется слушать их снова и снова. Быть может, это происходит потому, что все они автобиографичны. Михаил пишет о том, что знает и чувствует. Чуть не погибнув на атомной подлодке во время службы в армии, трижды побывав в составе сыктывкарского ОМОНа в Чечне, Михаил Васильев остался человеком, нежно любящим своих родных, настоящим и верным другом. От него веет спокойствием и уверенностью. С ним легко и надежно. Вот лишь маленький штрих к его портрету. Когда мы со съемочной группой и его друзьями добирались к месту съемок этой передачи, оказалось, что дорогу размыла речная протока. Михаил помог всем вместе с аппаратурой и другими вещами перебраться по жердочкам через неожиданное препятствие. А меня, недолго размышляя, взял на руки и перенес через протоку, сам пройдя по колено в холодной воде. О нем действительно и в прямом, и переносном смысле можно сказать, что в свои 33 года он прошел огонь и воду. И если у вас дома есть аудио или видеомагнитофоны, включайте их сейчас на запись. Поверьте, что не пожалеете. Итак, Михаил Васильев, герой авторской рубрики «Что человеку надо». Куда пошел снимать свой балахон? Откинься в кресле, молча посидим и вспомним обо всем, о нашем прожитом, о том, как было трудно нам в пути. Камин подкину дров, чтоб жгло лицо, чтоб вспомнить нам с тобой года Чечни. И молча разольем, и свято поменем того, кому не удалось прийти. А снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. Чеченские окопы, пыль, жара, и в ночь на сопках падали снайпера. Как уходили в бой и с матами вперед, мы убегали в рукопашный ад. Как ночью спал под песню АГС, и град ему немножко подпевал. Под этот вот мотив на пачке сигарет я как-то эту песню написал. А снег тает на лице, и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. Переходя на губы, он соленым станет. Глаза родных никак мне не забыть, пою они всегда в большой цене. Как будто я приду и крепко обниму того, кого так сильно я люблю. Куда пошел снимать свой балахон?
Откинься в кресле, молча посидим и вспомним обо всем, о нашем прожитом, о том, как было трудно нам в пути, а снег тает на лице и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет, а снег тает на лице и споря со слезами, переходя на губы, он соленым станет. Миша, как родилась твоя песня «Балахон»? Когда я работал в ОМОНе, у нас была очередная командировка в 95 году, значит, в Чеченскую республику, в село Самашки. Вот, приходилось находиться там, жить и в окопах. Вот. В принципе, там особого-то замысла не было такого, она ниоткуда-то взялась, она взялась и родилась как бы за один вечер. Все, что там есть в этой песне, о чем там поется, это все произошло за один день. Все эти воспоминания о доме, все, что там происходило, обстрелы эти ночные. Ну и все, в принципе, вот в этой песне отражается полностью вся эта чеченская кампания. Первая, во второй я не был, не знаю. А первая вот в этой песне вся отражается. Так она и родилась за один вечер. А как давно ты пишешь стихи, музыку? Даже не могу точно сказать, я еще, будучи в первом или во втором классе, не помню, первый свой стих написал, посвятил своей маме. И вот с тех пор так и пошло. Писал песни, сочинял стихи. Сначала сочинял стихи, потом песни стал писать. Ну, я знаю, любопытный факт у тебя есть, хочу, чтобы ты про него рассказал. Что ты в школе даже сочинение писал в стихах? Да, сочинения и изложения я писал стихами. И, как правило, у меня все время за грамматику было 2, а за само сочинение 5. Содержание, да? Да, 5 было. А ты учился играть на гитаре, там где-то в школе музыкальной? У меня много было учителей, но вот таких дворовых. И как бы по телевизору там смотрел аккорды там. И так вот и научился. Особо я ни в какой школе не учился нигде. Учиться. Ну, я так понимаю, что у тебя есть такая писанная страсть, да? Да. Это мое, как бы, моя вторая половина жизни. А если можно, расскажи про первую половину жизни. Ну, первая половина моей жизни это, во-первых, мои родственники, мать, отец, сестры, дети мои, естественно, жена. Это, естественно, первая половина. А где ты сейчас работаешь? Сейчас я работаю сторожем. Компания «Запа». Это от фирмы «Вертиш». Они сейчас свое производство открыли. Очень хорошая, мощная компания. Ну, работа сторожем, у тебя остается, наверное, много времени свободного, да? Когда ты Да, можешь- на работе у меня очень много свободного времени, где я могу заниматься своим творчеством. Уже много у тебя песен? Много. Я даже не могу сказать точно сколько. Но очень много. А на студии записано всего пока 6. Но думаю, в скором будущем все-таки закончится свой альбом, то уже длится 2 года. Но все упирается, естественно, в финансы. Я все делаю как бы своими силами за свои деньги. Ну, кто-то тебе помогает? Деньгами никто. Один раз мне помогал «Вертиш». Вот. Они мне хорошо помогли, и, в принципе, за счет них я и записал эти 6 песен. Ну, с аранжировками тебе помогает Игорь Пильчин. С аранжировками, да, у меня очень хороший есть друг и музыкант. Он очень талантливый человек. С аранжировками он мне, конечно, очень сильно помогает. Вот. И еще один там человек работает, это Дмитрий Вавилин. Он за компьютером сидит. Тоже довольно-таки опытный человек.
тоже очень помогает. Миша пришел к нам на студию, как, ну как сказать, как, наверное, как обычный клиент. То есть мы на первое время к нему относились точно так же, как ко всем остальным людям, которые к нам обращаются за помощью. Вот. Но когда мы немножечко глубже вникли в состояние души, в его, значит, в его творчество, в его поэзию, в его прозу, вот, мы, естественно, поняли, что это человек не такой уж и простой, как на первый взгляд кажется. Вот, и работать с ним стало как-то более интересно. Вот, у нас находились общие темы, общие разговоры какие-то о музыке. Ну, во многом сходились, во многом не сходились, конечно. Вот. Но как о музыканте, что можно сказать? Это своего рода, конечно, самородок, очень талантливый и не только музыкант, а и как поэт, если можно сказать, даже талантливый человек, который и прозу пишет. Вот, тексты его ну, по-разному, конечно, исполнены то лирики, то мужества, то любви к родителям, к близким. Собственно, что и следовало ожидать, потому что вот, родители у Миши очень воспитанные, сдержанные, интеллигентные, терпимые люди. Вот, мне довелось с ними познакомиться, к большому счастью. Вот, и на самом деле тут и так все понятно, что Миша, конечно, очень многое от них взял, но они очень много ему дали. Вот, конечно, у него и своих очень много жизненных навыков. Музыка проста, но очень своеобразна. То есть иногда возникает вопрос, новая эта музыка или старая, вот, новое направление, новый стиль или старый. Но когда слушаешь эту музыку, ну, я думаю, что вопроса уже потом после этого не возникает. Новая это музыка или старая. Она просто доступна, любят люди, она людям нравится, особенно ребятам, которые воевали в Афганистане, в Чечне. Она их роднит, она очень доступная. Ну, хотелось бы, конечно, отметить то, что ну, сейчас появилась такая тенденция, стало появляться очень много критиков. Зачастую это люди, не получившие должного образования, там, музыкального и в плане литературы, поэзии. Ну, и вот они пытаются давать оценку совершенно, ну, как бы не познав творчество, не познав биографию. Вот, и некоторые вот такие критики говорят, что музыка Миши Васильева, это, ну, от нее пахнет улицей, это там шансон, кабак и так далее. Ну, вот, хотелось бы, пользуясь таким случаем, передать этим людям, которые считаются уже музыкальными критиками. Но прежде чем давать такую оценку, хотя бы поглубже немножечко познакомиться с творчеством, вот, с характером, с биографией. Вот, и тогда уже давать истинную оценку песням и вообще творчеству Михаила Васильева. Михаила Васильева я знаю с осени прошлого года. Я познакомился с ним на студии записи в ДКБ. Когда я услышал его песни, то я буквально в ближайшие 2 недели сочинил первую песню об этом певце, композиторе. И когда я побывал уже у него на работе, я увидел фотографию под стеклом, которая просто-напросто говорила о себе. Это фотография с Чечни. И был написан рассказ-эссе. И уже потом было написано еще одно стихотворение. Таким образом, почти целая маленькая поэзия об этом сильном и мужественном человеке. Да. Про него я могу прочитать первое стихотворение, которое вот как раз
и показывает что-то о нем. Называется оно «Голос, летящий вдаль». Твой путь, поэта, был рожден среди морских глубин. Страх смерти был там побежден в кругу торпед и мин. Затем твой путь задумчиво ушел на солнечный Кавказ. Там на вершины ты взошел и очень много раз. Где пули, свист и шум гранат, боевики ведут свой спор. Где виноград цветет и мак, и резкий ветер с гор. От взрыва стало вдруг темно, и думал навсегда. Там друга потерял весной, такого не забуду никогда. Без севера уже не мог прожить, где мать, где реки, бор, где можно столького добыть. Жизнь, счастье, а не мор. Сегодня вновь включаю диск, в котором голос твой. Средь песен и душа, и риск, путь показав нам свой. Благодарю судьбу за то, что нас она свела. Похоже, в выигрыш лото, досуг, поход, дела. И снова среди них звучит гитара, голос твой. Так пусть же вдаль душа летит. Спой, жаворонок, спой. Будучи прохождением службы в вооруженных силах, я служил на флоте на атомной подводной лодке. Произошел такой случай, который, в принципе, меня натолкнул на песню. Называется она «Как жаль». Она, в принципе, сейчас актуальна вот, к лодке, которая затонула. Курск. Курск. В принципе, та же самая ситуация, только там ребятам не повезло. Нам повезло больше. Но ты эту песню сочинил до этих трагических событий. Да, эта песня была написана еще в 87 году. Как жаль, неужели жизнь прошла? Как жаль, и в этажке воздуха на полчаса осталось только ждать и наслаждаться той смертью, что не увидит никто и никогда. Как жаль, неужели жизнь прошла? Как жаль, и в этажке воздуха на полчаса осталось только ждать и вспоминать любимого отца, сестричек милых, да матушку родную у крыльца. Открутил на переборке аварийный я стакан, достал листок, достал оттуда карандаш, хотел, чтобы его написать, а вот беда, дрогнула рука, и карандаш сломался. Вот тена. Неужели жизнь прошла? Как жаль, и в этажке воздуха на полчаса осталось только ждать и наслаждаться той смертью, что не увидит никто и никогда. Вот сейчас мы услышим песню «Любимая», и ты ее посвятил... Я посвятил ее своей жене. Как ее зовут? Светлане. Почему она сейчас не с нами? Она дома сидит с детьми. Ну вообще вы вот именно на это место часто приезжаете? С друзьями? Да, с женой, с детьми? это тоже как бы частичка моей жизни. Здесь лодочная, здесь я вырос на этой лодочной. Я уже более 26 лет на лодочной. И у меня лодка своя есть, даже не одна. Всю жизнь отец мой здесь, и я тоже здесь. На лодочной станции, да? Да, лодочная станция. Рыбачите? Да, заядлый рыбак. Это
это тоже как бы частичка моей жизни. Без этого нельзя. Ну вот, зрители узнали, что у тебя есть жена Светлана, а детей как зовут? Дети от первого, значит, брака у меня есть доча Олеся. Очень сильно я ее тоже люблю. Она занимается серьезно танцами, занимает какие-то там высокие места. Кстати, за пределами республики Якутия. Вот. От второго брака у меня первая Ксюша. 6 лет ей исполнилось. Вот совсем недавно было день рождения. Вот. И сын Данил. 5 лет ему будет скоро. Ну вот прежде чем мы услышим песню, я хотела бы еще задать тебе такой вопрос. Как бы ты ответил на очень сложный философский вопрос? Что человеку надо? Вот лично тебе в жизни. Я, в принципе, даже никогда так за себя-то не говорил. Но человеку вообще-то, в принципе, надо... Лично бы вот я был бы счастлив, если бы рядом люди не знали бы ни горя, не болели бы, чтобы дети не лазили там по подвалам, как сейчас вот это происходит, чтобы не становились там они 10 лет наркоманами, даже раньше сейчас. Ну и самое главное, чтобы не было войны. Если не будет на земле войн, то будет все нормально. Вот так. Вообще, это хорошо, когда человек в военной форме, побывавший непосредственно в военных действиях, да, так я понимаю, и говорит такие слова о мире. То есть ты, можно сказать, видел воочию смерть? Да. Смерть друзей и недругов. Что-то хочешь вспомнить про ту войну? Нет, я Рассказать. ничего не хочу вспоминать про нее. Как бы для меня это та страничка, которую я открываю очень-очень редко. И не хотелось бы мне в эту книгу заглядываться. Миша, мы сейчас послушаем песню в твоем исполнении. Но прежде чем выключится у нас камера, вот что бы ты еще хотел сказать зрителям, которые будут смотреть нашу передачу? Живите счастливо. И ничего не бойтесь. Все будет нормально. И любите друг друга. Сколько шел я по земле, сколько счастья повидал, сколько горя я узнал, но тебя я не забыл. Сколько раз в морях тонул, сколько раз в огне горел, сколько раз срывался вниз. Но я думал о тебе, любимая, 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 любимая моя. Сколько раз я уходил, сколько возвращался раз, сколько раз сжигал мосты, их отстраивал не раз, сколько раз тебя ругал, сколько раз тебя ласкал, сколько водки выпивал, сколько раз я был дурным, любимая, 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 любимая моя.
Сколько шел я по земле, сколько счастья повидал, сколько горя я узнал, но тебя я не забыл. Сколько раз в морях тонул, сколько раз в огне горел, сколько раз срывался вниз. Но я думал о тебе